Сейчас, ребят, я здесь буду выезжать и покажу, как по снегу он поедет. Пилу оставляю. Снега боится как огня. Видели? Буксует. Не едет по снегу вообще. Помочь надо, иначе не уехать. Там вообще талый снег, поэтому не смог уехать. Так, где у меня перчатки? Здесь тенек, и все нормально. Здесь едет. Где растаял, там забуксовал. Ничего не поделаем. Ладно, пока поеду выше. Где медведь ходил, туда схожу, еще. Вон утка. 2, 3, 4. Эти крохали или как там, крохали или что там. 4 штуки было. Крупные они. Издалека увидел. Вообще мощная. Нет, там синица. Куда-то туда улетели. Может, еще увидим. Все самцы были. Самок не видел. Вот, а вот еще две кряквы. Две кряквы еще поднялись. Вон еще 2. Там поменьше утки были. 4 крохоля, 2 кряквы и еще 2 утки. Нормально тут набралось. Решил сходить параллельно ручью. Вот тут ручей течет, большой, между прочим, опасный. Как будет переход, где-то валежник поперек ручья там.
тут вообще вон там типа такого валежника. Вон там тоже переход есть. Ну, сперва здесь вроде как березняк небольшой, но есть. Пройдусь и другим берегом обратно буду возвращаться. Вот такой маршрут для себя запланировал. И, между прочим, вот в этом пятачке в прошлый раз медведь остался. Надеюсь, он уже ушел отсюда. Ну нафиг. Потому что весна, она такая голодная для всех животных. Не животных, а для зверей, я имею в виду. Именно для медведя. Так что, чтобы не стать легкой добычей, далеко тоже заходить не стану. Рисковать. Ну, смотря как дело пойдет. Тут вообще вот вроде немножко есть березы, но пока я вот чаги не вижу. Ельник с березой тут. Там подъем есть. На этом по подъему там по горе пойду обратно. Там небольшой, или кора там. Совсем малюсенькие какие-то. Вот такой кусок. Сломал еще вот тут дерево. Тоже вон там еще один. Совсем маленький, ребят. Смешная чага. Два куска таких. Еще один небольшой. Такие деревья с небольшими чагами. А между прочим, и там еще есть. Все деревья такими небольшими чагами. Ну, становится интереснее. Так, ладно. Здесь оставляем. Так, где-то еще видел. Вон там и здесь. Ну да. Такой пятачок нашелся. Не крупные. Так, одно дерево, второе. Там третье большое. Капец. Такой вот небольшой такой участок. Ну, в общем, она их мало, не так много, но в то же время она есть. Тут еще. Посерьезнее уже. Вот она. Хорошо. Там даже два дерева. Тут больше нет. Это сухой или что? Да нет, живой. Или сухой. Полусухой какой-то. Вот здесь хорошая чага. Добротная. Вон следы лоща. Вон лощ ходил. Так. Так вот. Все, ребят, буду переходить ручей. Тут только в одном пятачке, единственном пятачке, вот что я показал вам, там только чага была еще. Дальше больше ели стало, меньше берез. И, в общем, пустую иду. Здесь увидел вот такое хорошее дерево свалилось. Большое.
И думаю, где лучше перейти. Наверное, здесь перейду. Тут огромное дерево. И ручей тут. Ух-ух-ух. Но все равно здесь, наверное, самый лучший вариант для меня будет. Так. Видите, ручей большой. Ручей большой тут. Зимой ни летом не высыхает. Я ходил на самые вершины этого ручья, откуда берет с какого болота. Там ручей, развилка на две части идет. Так, там, наверное, пройду. Вот основной, вот магистраль тут проходит. Тут подъем будет. Это отлично. Сучья большие, блин. Мешают. Несмотря на то, что вот это лед, там можно провалиться легко. Просто встанешь и все. Сейчас весенний лед, это не осенний. Обманчивый вообще. О! И там течет, и тут течет. Хорошо я попал вообще. Хороший мостик такой тут. Да. Вообще здорово. Береза сломалась. Ладненько. Идем. Опа. Видишь как? Провалиться можно легко. Вершинка березы сломалась. Он оттуда прилетел прямо сюда. Бах. Вот сейчас только недавно кто-то разворошил. Видите, по снегу раскидано муравейник. Тут след есть, но это не медведь. Он замерз, во-первых. И я не знаю, чуть больше кружки, ну пол-литровая банка, примерно диаметр. Может, росомаха. Очень похоже на росомаху, но у медведя крупнее, конечно, следы. Голодные ходят и ищут. Обычно медведи так дербанят. Но здесь след похож на росомаху, ребят. Там сосновый лес. Что-то тут совсем не густо тоже. Сочные шматки, смотрите какие. Просто высоко, очень высоко. Где-то метра 3,5 на 4. Не достать. Если даже я сюда стану. Высоко. А так они хорошие. Между прочим, наверное, тут большая, еще больше была чага, потом он упал. И потом по-новому уже вышли. Тут, думаю, хорошая чага. Прям смолистая, черная. О, тут вот еще один нашел. О, добротный такой. Вот так вот. Ну вот, ребят, хоть немножко, но набирается. Тяжелеет рюкзак. Опять какой-то пятачок нашел. Это третье или четвертое дерево уже. Вот так. Маленькие. Кроме этого еще есть одно дерево. Вон он, более-менее крупно. Рюкзак там оставил. Хожу без рюкзака. Тут хороший шматок. Мелкие в карман. Сразу смотрю по сторонам.
не вижу, но... О, тут хороший. Опа. Это уже вообще отличный шматок. Выгрузился. Ну, в общем, килограмм 15 здесь верняк есть. Набрал. Тут уже везде я собирал в прошлом году. Но хочу еще пройтись. Может, что-то и найду. Вот. Здесь пройду. И с другой стороны дороги еще сюда. Потом уже трициклу это вынесу. Сюда ехать тоже, блин. Буксовать. Там, в общем, застрял. Я оставил, я там просто щелан. Там рыхлый снег. А, там я оставил потом. Так, ребята. Остатки сладкой еще нахожу. Представляете? Как ни крути. Еще есть. Уже, наверное, третий раз уже здесь прохожу. Действительно. Там еще что-то мелькнуло, посмотрю. Вот еще один. Ну, небольшой, правда, но все равно. Намного и не рассчитываю. Так. Там чистить буду. Так себе, конечно, тяга, но много трухи. Ладно, чистим. Ну вот. Короче, я уже к трициклу иду. Прошелся. С килограммчик нашел. Ну, может, 2 от силы. На обратном пути вот первая чага. Вот она. Так вот. Совсем мало их. В прошлом году вон там проходил. Там. Решил сегодня чуть побольше круг сделать. А, там гора. Угу. Так, ладно. Сейчас еще вот тут поброжу, поищу. В общем, до реки шел и к избушке дошел. Вот она, избушечка. Немножко, наверное, подлатали избу. Но все равно как-то все бардак. Нашел вот такую одну тягу. Недалеко тут река. Чолом здорово, карка. Шлифером закрыли. Тут горбыр привезли. В принципе, стоит ровно пока. Избушечка. Двери открыты, все нормально. Чолом здорово, карка. Фу, бля, как я же устал. Начинаю уставать. Запенили. В принципе, вон туда еще окно было бы вообще здорово. Изба просторная. Вот такая вот. Печка. Труба кирпичная. Сам печка заводская, наверное. Невысокая изба. Вот такая заводская. Очень много места, конечно. Тут нары сделать. Можно там 5 человек спать.
Капец, как вспомнил, раньше как мы охотились, в избушках по 8-10 человек набиралось. Мало было. Избушек. Мало. Потом как-то начали строиться. Ну вот. Почему, говорит Олег, там много избушек? Потому что все держали скотину. Коров, телят. У всех. В каждой семье было. И у кого там большие луга, они, как сказать, тоже строились. И мы тоже построили избушку. Раньше в палатках жили, а потом в избушку построили. И в избушку уже начали жить, заготавливать сено. И так люди тоже вот. Где сенокос, там и избушка. Много сейчас уже, конечно, так, раз в год, может, приедут. Здесь одноместная вот такая нары сделана пока, матрас, одеяло. Надо повесить, вот так тоже оставлять. Не знаю, почему так оставили. Это не то, что дома вот так оставил, а здесь мыши, сырость. Все надо как-то вот палку сюда повесить. И, ну, как у меня на избушках. И там уже одеяло, все, матрас там пусть висит. От сырости там проветривается. Но правильно, что вот дверь открыта. Это нормально. Избушка проветривается и плесень меньше будет. Дышит изба, дышит. Все хорошо, в принципе. Ничего лишнего нету. Столик. Окно. Там полки. Чайник. Сковорода там. И котелок. Вот и все. В принципе, все здорово. Сейчас еще давайте к реке схожу и буду уже разворачиваться. Я сам не ожидал, что я здесь буду. Как-то иду. Я уже забыл про эту избушку, честно. Там вдруг вышел. На повороте там тоже небольшой завал. Уток нет. Да там чисто, поворот крутой, между прочим, да. Все чисто. Половина реки чистая, другая половина во льду. Вот такая избушечка, ребят. Косила. Сидит. Не могу понять, кряква или крохаль. Сейчас по течению может будет плыть. Удастся поснимать. Нет, ни хрена. Не вижу. Ай, да. Плюют. Сейчас появится вот уже недалеко кряквы. 2 кряквы идут. Сейчас еще телефон включу. Кряквы плывут, вот она. Вообще недалеко. Вот они. Заметили меня. Еле. Весенние кряквы. Между прочим, утки есть. Ни одна утка уже сегодня так взлетает. Ну, примерно, наверное, штук 15 за целый день видел. Все, улетели. Вот так. Под выстрел подплыли. Все, где-то метров 25, наверное, от меня было. И на смартфон тоже заснял. Ну, недалеко, наверное, сядут. О, хорошо, весна. Сейчас здорово. Ладно, сейчас пойду. Сейчас уже к трициклу. Здесь поля, луга. И место уже. Я здесь этот поворот, дай, думаю, проверю. Здесь тоже ничего не оказалось. Доехал до избушки. Ну так,
на средних оборотах, в некоторых местах. Но вообще я не буксовал. Как бы нагрузка очень сильная. На средних оборотах потом уже газуешь. Где вот это мягкий снег, там вообще он тяжело идет. Очень тяжело. Мешки оставил возле дороги. Сюда уже не стал везти. На обратном пути возьму. А тут вообще, блин, подъем такой рыхлый стал снег. С утра я вот тут заехал. Такой ледник был. Ладно, сейчас я территорию немножко уберу. Вот такие дрова уберу. Территорию граблями. Чай попью и потихоньку уже будем выдвигаться домой. Становится облачно. И очень ветрено. Вот. Сейчас вытряхну ноги. Спотели капец. Так, все хорошо. От души погулял сегодня в тайге. Сделал работу запланированную. Походу удался. Здесь заторы меняются. Вообще вроде как по-новому что-то льдинки пришли. Вот тут вроде по-другому было. Там на поворотах тоже движуха есть немножко. За неделю вообще река полностью откроется. Даже и большой воды не надо. И особо большой воды, наверное, не будет. А были года, когда вот это все заливало. И до второго венца еще вода заходила. Вот тут, в избушку. Второй венец, прикинь, это все в воде. Вот здесь вот вода шла. Прям на лодках тут ездили. В этом году вон где-то. Не знаю. Что-то совсем мало дождя. Каждым годом все меньше становится. Пускай летом фиг с ним. Засуха какая-то. А весной вот сколько снега было и дождя нету. И я не знаю, что и думать. Просто не было такого никогда. Обычно всегда вот тут останавливаемся на лодке. И если здесь не пойдет вода, вот тут лодкой останавливаемся. Но я еще раз говорю, до второго венца заходила вода. Все залито было, все. Не было избушек, где бы избушка не, как сказать, где-то не заливала. Во все избы, что вот возле реки нашей есть, везде, каждая изба была в воде. Всех охотников выгнал большая вода. У меня сосед тут Николай тоже с другом тут ночевали и говорит, утром вообще тапочки плавают, эти шлепки. Капец. А я приехал, уже как бы вода спала немножко, где 3 цикла, даже ниже было. Я там уже видео вам снимал. Вот, сейчас, ладно, сейчас я вытряхну ноги и зайду в избушку. Потом уже чай попью и территорию уберу. Спина начинает уставать. Хочется там еще поработать, за речи сходить. Вот тут, в принципе, можно лодку спустить, там выехать и перейти. Хорошо сейчас работать в лесу. Кряква. Имею в виду то, что нет комаров. Вообще, клещи, не знаю, есть или нет. Кряквы опять здесь прилетели. Вон тут. Да, на том же месте. Прям на том же месте где-то крякает. Решил, ребят, сжечь этот стог. Уберу это сено. Он больше не нужен. Не пригодилось. Если загорится, пусть горит. Ничего страшного.
Обычный костер будет. Летом новый сток сделаем. Может здесь, может в другом месте. Он не пригодилось, вот и пусть горит. Чем убирать куда-то. Все безопасно кругом, этот снег. Первоначально так активно загорелось, так нормально. Обычный костер. Можно шашлыки жарить. Я и говорил, первоначально как порох загорится, а так будет он спокойно гореть. Ну вот, ребят, костер уже скоро потухнет. Там разобрал. Чуть-чуть осталось. Еще подожду. Чай попил. Становится пасмурно. Может дождь будет. Долго думал до завтра остаться с ночевкой, а вдруг дождь будет, потом вообще. Не, поеду потихоньку. Доедем. Спешить некуда. Спокойно на средних оборотах поедем. Тут территорию убрал. Все, весь мусор зимний. И летний там тоже было немножко. Дров много еще у нас. Сухие дрова. Дополнительно, конечно, привезу еще летом на УАЗике. Там запас дров. Хотя бы еще один ряд. Пускай будет под навесом. Здесь тоже навалом дрова остались. Так что с ночевкой мало. В этом году я сюда приезжал. Дров достаточно. Вот, там еще дрова. Вот. Раньше техники никакой не было. Все, корыто мы там возили. Таскали, не возили, а таскали. Обычной железной корытой. Пару чурок поставишь и давай. Оттуда, из леса. А сейчас на УАЗике или на трицикле можно также загрузить и привезти там. Вот. Ну, подожду еще. Пусть догорает. Хотя уже все безопасно там. Ничего страшного там я не вижу. Кругом снег. Он никуда огонь не уйдет. Ладно. Еще посижу в теплой избушке. Стаканчик чая еще выпью. Готовить уже ничего не стану. Хорошо, что я до этого бич-пакет заваривал. Перед тем, как идти на сбор чаги. Избушка тепло, видите. Там, когда уходил, 2 полена подкидывал. И двери открыто, все открыто. Вообще кайфую. Я свои видео просмотрел, как тут кряквы Две кряквы плывут. Вот оно. Ну это вы тоже видели уже. Недалеко. Вот. Собрался. До новых встреч, изба. Чистоте порядка оставляю. Печка потухла, там на чуть-чуть уголек, может, осталось. Дверь приоткрытым. Ставлю. Костер догорел. Там остатки воды, что в ведре было. Там бревна я еще облил. Все хорошо вообще. Все ништяк. Так, ну что, давайте на речку еще посмотрим. И я потихоньку поеду. Обратный путь минимум тоже буду. Где-то, может, включусь. А в остальном потихоньку буду ехать. Не спеша. Уток нету. Пока данный момент не вижу.
Опа, блин. Вдруг они поднялись. 2 кряквы. Вот я этого не ожидал, ребят. Прям на другом берегу, напротив избы. Те же кряквы, что вот там 2 раза сегодня видел. Фух, как взрыв. Дернулась. Сперва самочка, потом уже самец. Я туда смотрел, а здесь они сидели. Ну вот, еще видел 2. Вот так. Ладно, ребят, давайте. Сейчас я заберу чагу там возле дороги, загружусь. И уже поедем. Все. Как смогу, снова приеду. Ничего обещать не стану. И этот незапланированный у меня поход получился. Хорошо, что я приехал, сделал свои дела. Да и вообще территорию убрал. Там крупные ветки, там все собрал тоже. Чистота, порядок. Мне все устраивает. Ну вот. Собираем. Все. Сейчас выедем на дорогу и погнали. Вот такая шняга, для него самое то. Бывает и хуже, переходил. Но здесь нормально сейчас. А вот по снегу вообще хана. Он пыхтит, не едет. Грязь любит. Вот здесь это любит. Я как быстро набираю обороты. Старая вырубка. Ну как старая, пару лет назад здесь выбелили. Сейчас чагу собирать тоже тут ездил. Все, растаял уже снег. Вот видишь, вообще снег не задерживается из-за того, что много вырубок сейчас. Снег быстро тает, очень быстро. Вот так. Ну, потихоньку еду. Все нормально. Полпути проехал. Ровно полпути. Михайло Ломоносов кто-то написал. Только Мих был. Мих. А еще добавили Михайло Ломоносов. Умников хватает, конечно. Ну ладно. Немножко я посижу. Пусть подостынет, все равно нагрузка есть. Дальше уже снимать не стану. Я сейчас включился. Чтобы отблагодарить вас за ваш просмотр, конечно же. За ваши лайки, дизлайки и комментарии. Все как всегда. Я дальше снимаю, показываю.
В основном сегодня фильм получился, показал природу, поход. Ну, что-то там болтал, как всегда. Вот. Ездил на трицикле SR 32 Life Pro. Прям жар идет капитально. Да, нагрелась жестко. От компании Снежный регион. Спрашивает, откуда Олег, говорит, купил. Снежный регион, там в Яндексе напишите, и на прайс-лист выйдет, там много чего интересного они делают. Хорошую технику, простую, хорошую технику. Вот. Видите, я сегодня до первой избы просто шутя съездил. Бак бензин хватает. Вполне. Даже останется, я думаю, еще. Примерно сегодня накатал. Так. 26, 27. Еще туда. 27. Примерно 30 километров будет. 30 километров. Вот. Ну, больше 1,5 литра. Где-то литра 2 на уйдет у меня. Это, считай, за такое расстояние 2 литра. Это вообще нормально. Конечно, лучше было бы на мотособаке еще. Но здесь сейчас грунтовка вообще вот это открылась еще больше. Вот буран поехал, там следы были. Ну и тоже вот очень боится снега. Я не знаю, может, если переднее колесо поставить лыжи, думаю, он лучше поедет. А так он зарывается капитально. Хоть елка там вообще снега боится, честно. По грязи просто прет как танк. По грунтовке летит как пуля. А по снегу тонет и задыхается. Не может, буксует. Вот. Вот плюсы и минусы я рассказываю. Как, чем пользуюсь, то и рассказываю. Зимой, ребят, много я вам показывал про мототолкач. Там на буране еду, про буран рассказываю. Сейчас время пришло, на нем про него рассказываю. Блин, устал, наверное, я. Времени сейчас сколько? Что-то я сел и даже вставать не хочется. Досталось за целый день. Так, сейчас глянем. Но время уже без 3-6. 6 часов вечера. Я выехал где-то в 6 часов, наверное. Ну, 12 часов пути уже. Нормально. Ладно, не буду уже затягивать. Все, давайте, ждите новые фильмы. Как получится, буду снимать, показывать. Еще раз большое вам спасибо за ваши просмотры и новым подписчикам. Тут много интересного будет. Сейчас походы, потом рыбалка, охота. Ну, смотрите, увидите, что будет дальше. Все, всем пока.